Добрый вечер, это канал НТС, программа «Эмнеге». Э, Депутаты Джогорку Кеңеша 27 мая в первом чтении проголосовали за поправки в закон о телевидении и радиовещании, инициированные правительством. В одном из пунктов поправок предусматривается продление трансляции российских телевизионных программ «Первый канал», «Всемирная сеть» ОРТ и РТР «Планета» на территории Кыргызстана в социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного вещания до 2023 года. Все бы ничего, но платить за это придется государству, нам, налогоплательщикам, в то время как другие каналы, и китайские, турецкие каналы, для того, чтобы вещать на территории Кыргызстана, платят деньги без единого сома скидки. А вот за то, чтобы смотреть российские каналы, Министерство культуры, ну и правительство Кыргызстана предлагает за них платить. Но давайте услышим от самих инициаторов. Заместитель директора Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Бектур Ибрагимов. Бектур, добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Вкратце, пожалуйста, что предлагается? Добрый вечер еще раз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Как вы уже знаете, что после долгих обсуждений данный законопроект прошел первое чтение. В данном законе было предусмотрено два закона. Закон об историко-культурном наследии и второй закон о телевидении и радиовещании. Если вкратце, закон о телевидении и радиовещании предполагается внести изменения в 40-ю статью. Второе, это в рамках судебно-правовой реформы дополнить статьи об ответственности. И третье, это продлить сроки вещания зарубежных телеканалов с 1 июля 2019 года по 1 января 2023 года. Во сколько нам обойдется все это? Вообще, смотрите, как получается. Из республиканского бюджета на самом деле деньги не платятся, это первое. Во-вторых, эти деньги не платим мы российской стороне вообще, ни одного сумма. Получается, мы платим деньги ОАО РПО РНТР за распространение этих российских телеканалов на территории Кыргызстана. Это первый вопрос, да, который надо как бы нам всем, то есть разобраться, да. То есть российской стороне мы ни одного сумма не платим. Мы платим ОАО РПО РНТР, это вы тоже знаете, дочернее предприятие ОАО Кыргызтелекома, которым 100% акций принадлежат государству. Вообще, на сегодняшний день у нас в социальном пакете 15 телеканалов, сформирован из 15 телеканалов, которым выделено 2 места ОТРК для размещения там зарубежных сетевых партнеров. И на сегодняшний день ОТРК выбрала зарубежных сетевых партнеров в виде ОРТ и РТР. Это ОТРК, это выбор ОТРК. Да, выбор ОТРК, однозначно выбор ОТРК, так как необходимо учитывать, что у нас перекрестный год, у нас стратегический партнер, и мы платим не за контент, получается, они контент бесплатно дают, мы, получается, за сигнал распространения у нас в Кыргызской республике, за это платим. За обслуживание на территории Кыргызстана. Да. И эти деньги уходят нашим же гражданам, которые работают в ОАО РПРНТ. Депутаты подсчитывали, что это 14 миллионов, это так? Чуть больше, более 20 миллионов. Более 20 миллионов. Угу. Скажите, пожалуйста, а РПО РМТР из зарубежных каналов сегодня только эти 2 канала обслуживает по сигналам? Или есть еще другие какие-нибудь каналы, я не знаю, английские, немецкие, американские, китайские, украинские, не суть важна? На сегодняшний день, вы знаете, у нас есть 2 мультиплекса. Первый это социальный пакет, второй это коммерческий мультиплекс. Коммерческий мультиплекс и социальный пакет распространяет на территории Кыргызской республики ОАО РПО РНТР. Да? Так сказать, он один монополист, который имеет сетевые линии, да, и возможности распространять сигнал по всей территории Кыргызской республики. Это первый. Второй вопрос. В коммерческом пакете есть телеканалы разножанровые и страновые, да, то есть ТРТ у вас присутствует, как вы знаете. На сегодняшний день у нас более 55 телеканалов в эфирном цифровом вещании, в открытом доступе вещают бесплатно для населения. Из них 15, если это социальный пакет, остальное тоже РПО РНТР доставляет этот сигнал, то есть они это показывают, да, то есть ТРТ. А за доставку ТРТ кто платит? ТРТ сам платит? Да, сам платит ТРТ. За доставку ТРТ, значит, ТРТ, я напомню зрителям, это турецкий канал. За доставку CCTV платит китайская сторона, а вот за доставку российских каналов должны платить мы, да? Ага. Вопрос, смотрите, здесь
Да, легко. Вот, вопрос такой, смотрите. Мы не платим из республиканского бюджета. Смотрите, здесь какой механизм выработан? Откуда деньги идут? Механизм существует такой. На сегодняшний день, вы знаете, на ОРТ реклама не скрывается. Реклама скрывается на РТР «Планета». И за счет этих денег есть специальные распоряжения правительства, согласно которому определен объем рекламы, на котором можно скрывать. И за счет этой рекламы погашается их, получается, за сигнал, за распространение. То есть не за счет как бы республиканского бюджета, а за счет размещения рекламы на... Мгм, мгм. А право размещать рекламу на РТР Планета принадлежит Первому каналу нашему, да? Да, ОТРК, Вот все верно. РК, все понятно, все Вот, понятно. смотрите, этот механизм, который мы хотим продлить, он же тоже неспроста. Все, спасибо большое. Дастан Далбаевич Пешев, депутат Джохор Кеңеш, он, кстати, голосовал против, обещает голосовать и во втором чтении против, сегодня с нами вместе. Дастан, добрый вечер, рад видеть вас. Спасибо. Дастан, ну почему это неправильно? Почему неправильно, с вашей точки зрения, значит, вот так вот обделять? Пусть вот, российские каналы таким образом, а там, турецкие каналы платят сами. Значит. Вопрос этот поднимается уже неоднократно. И в 2016 году, когда речь шла, до какого момента у нас будет через РТР и ОРТ, Первый канал, а российские каналы, будет проходить реклама. И тогда еле согласились на 1 июля 2019 год. Все, это было, ну, как бы, тогда Коломоновым решением, чтобы хоть как-то, да, действительно, у российских каналов очень интересный контент, на самом деле, наши отечественные каналы не могут пока на таком уровне делать. Но, смотрите, в справке обоснования этого законопроекта написано, что этот контент очень хороший, поэтому зрители смотрят, и это, наоборот, поможет другим отечественным телекомпаниям вырасти до такого уровня. Но представьте, вот есть пирог, да, пирог, он делится на всех, а кому-то больше отдается пирог. Причем дается больше тому, кто практически ничего не производит, не потребляет, не работает. Вот давайте так. И этот неработающий приходит, больше всех съедает. Вот получается таким же образом. У нас все отечественные телекомпании, они производят свой контент, и у них забирают рынок рекламы. Говорят, слушайте, ну вы дорастите до этого уровня, вот как этот неработающий дядька, а потом будете еще кушать что-то, ну мы вам еще подкинем. Дастан Далбаевич, а можно я вам все-таки буду парировать? Вот я с вами не согласен, что контент интересный. Это, наверное, вопрос очень субъективный. Может быть, мы сейчас говорим о развлекательных программах. Но вот с политической точки зрения я лично не готов платить за эту пропаганду. Вот, я тоже не готов. Но я говорю о том, что контент интересен, возможно, чем наш контент отечественный. Я про это говорю. И они же не дают этим самым расти нашему контенту. И при этом они говорят, смотрите, турецкий канал, ТРТ, Аваз, там, наш отечественный канал, все, там, ну не все, там и Азия ТВ, там Ошпили, МНТС и так далее, они все идут на коммерческом канале. Слушайте, но мы не можем им скидок сделать по мультиплексу, а здесь мы российский канал бесплатно катаем. И причем катаем какие каналы? В основном, которые там говорят, да, там, Путин хороший, да, он неплохой президент для России, но он же не для Кыргызской республики президент, правильно? Вот, ну, я не знаю, я думаю, что такой контент, он должен быть также на коммерческом канале. А если мы хотим в социальном пакете что-то показывать для людей, можно показывать культуру. Канал культуры, допустим. Или еще какой-нибудь канал. А как я посчитал, значит, расходы? 14 миллионов 760 тысяч. Я просто посмотрел, значит, сколько платят на коммерческом мультиплексе телеканалы. И посчитал это все. Прибавил как бы по каналу, получилось 14 миллионов 700 тысяч. Это я только посчитал мультиплекс. А если мы будем считать рекламный рынок, то там гораздо больше. Там уже не 20 миллионов, как сказали, там гораздо больше будет. Они же отбирают рекламный рынок. Мы сейчас говорим даже больше не о том, чтобы вещать или не вещать в бесплатном мультиплексе РТ и ОРТ, а о том, что брать им рекламу или не брать на нашем рынке. Видите, ну об этом. Дастан Далбаевич, ну допустим, да, это наш стратегический партнер, это политический вопрос, и я предполагаю, что он решается не на уровне департамента и министерства, а на гораздо высоком уровне, что это нужно. Да, мы все это понимаем, но
обязательно ли платить? Я не знаю, что за... Платим сами же себе. Если РПО РМТР является дочерней компанией Кыргызтелекома, Кыргызтелеком является стопроцентным, государство является стопроцентным акционером Кыргызтелекома, так почему же государство не может бесплатно вести эти сигналы по стране? Мы обязательно должны сами же платить себе, вот эту сложную схему придумывать? Ну, РПО РМТР это же открытое акционерное общество, оно хоть и является дочкой Кыргызтелекома, но это акционерное общество. Но все-таки там, конечно, оплата должна быть какая-то в любом случае. Не может быть так совсем бесплатно. Вот. И даже вот эти соцпакеты, за соцвещание, даже вместо каналов, в любом случае какая-то там оплата идет за доставку и так далее. А вот до сегодняшнего дня, по-моему, рекламы не было, да? До 2019 года на этих каналах рекламы не было, да? Вот, смотрите, с 1 июля 2019 года до сегодняшнего дня пока запрещено, потому что закона нет, получается. Но они тупо продлевают до 2023 года, и, получается, задним числом делают этот закон. Спасибо. Председатель индустриального медиакомитета. Давайте я скажу, я внес предложение, учитывая, что это перекрестный год, я два варианта предложил. Либо мы не продлеваем, это первый вариант. Но я знаю, что депутаты с этим не согласятся, я знаю, что все равно проголосуют за. 54 человека уже проголосовали. Да, уже будет не 54, а 104. Вот, я это прекрасно понимаю, поэтому я говорю, ну слушайте, ладно, перекрестный год, давайте один год, ладно, 20-й год и все на этом, закончим на эту фишку. Но я такое предложение внес, как бы два варианта на рассмотрение комитета. Я не знаю, если комитет разберется, то, надеюсь, второй вариант пройдет, хотя бы второй. Ну вот смотрите, Евгений Тесленко, председатель индустриального медиакомитета. В комитет входит 15 телеканалов и 5 рекламных агентств. У нас сегодня включается в нашу дискуссию. Евгений, приветствую вас. Спасибо большое, что нашли время. Добрый вечер. Очень приятно, что пригласили. Очень приятно принять участие. Спасибо. Евгений, но министр культуры господин Джаманкулов говорит в Джогорку Кеңеши, вот то, что будут работать в основном мультиплексе российские каналы с интересным контентом, будет мотивировать, ну я уже как-то перефразировал, да, будет мотивировать, значит, наши каналы отечественные работать еще лучше, работать, создавать там интересные контенты. Вам это дает мотивацию? Вы знаете, я открыто хочу отметить и сказать, я искренне согласен с мнением спикера, который выступал непосредственно ранее сейчас. Хочу поблагодарить за такое мнение. Я считаю, что нельзя принимать такие законы, которые создают неравные условия на рынке. Работая на телевидении уже более 18 лет, мы сталкиваемся каждый день с определенными сложностями. Это выполнение норм закона и других всех норм, которые установлены у нас в Кыргызстане. Вот, соответственно, здесь на самом деле есть очень много аспектов, и я считаю, что вот эти неравные условия, они не должны быть таковыми. То есть, если мы говорим про выполнение норм закона, авторское право, госязык, отечественный контент и так далее, эти условия должны быть для всех единые. И на мой взгляд, если мы, к примеру, будем открывать возможность на телеканале ОРТ, на РТР, возможность размещения рекламы и так далее, то это ни в коем случае не повлияет развитию отечественных телеканалов, как было отмечено ранее. То есть в данный момент, связанный с этим вирусом еще COVID-19, так и есть сложности на рынке. Как вы отметили, то есть у нас есть ежемесячная оплата в РПО РМТР, которую тоже мы хотели бы внести возможности на рассмотрение, чтобы найти возможности понизить стоимость, потому что при той стоимости работать очень тяжело становится. И повторюсь, основные критерии, я считаю, что это определенная как бы угроза есть. Если пойдут вот эти рекламные потоки на известные крупные телеканалы ОРТ и РТР, повторюсь, что это ни в коем случае не повлияет полноценному развитию телевидения. Мы говорим сейчас про развитие каких-то классных телепроектов на государственном языке, чтобы уровень их поднимать, развивать. То есть максимально двигаться в этом ключе. Мы готовы создавать такие продукты, постепенно идем к этому, но мы считаем однозначно, что как бы вот эти аспекты, которые вы обозначили, они не повлияют ни к какому развитию. Нельзя принимать такие законы, которые создают неравные условия. Неравные условия это, значит, государственные каналы должны создавать контент по закону 50% на минимум на кыргызском языке и 50% на других языках, правильно? Абсолютно верно, да.
Ага, а российские каналы, ну, как бы освобождаются от всего Да, этого. да, абсолютно верно. Поэтому как бы этот законопроект может в большей степени привести к таким очень тяжелым последствиям нашу в целом телевизионную индустрию. А Поэтому здесь если, как бы аспект один. а если как бы сделать так, чтобы эти каналы вещали у нас, чтобы наш зритель имел возможность выбора, ну, не у всех же дома имеют там цифровое телевидение, точнее там тарелки, да, но размещать на каналах ОРТ и РТР рекламу, тогда вы согласны? Вы знаете, вопрос на обсуждение на самом деле. Я считаю, что должна быть, на мой взгляд, создана полноценная комиссия. Комиссия, к примеру, в министерстве, при Министерстве культуры. Или, что касается индустриального медиакомитета, мы обратимся к уважаемым нашим депутатам Джугруку Кенеш, если получится, чтобы тоже смогли нас принять и обсудить вот эти тонкие вопросы. На самом деле настолько это важно, что, повторюсь, мы настроены создавать уникальный отечественный контент. Мы очень хотим, чтобы наш контент был как минимум не хуже, как делают наши коллеги на ОРТ и на РТР. Поэтому мы прикладываем максимальные усилия. И, соответственно, я считаю, что все должны понимать, что нам надо развивать это качественно, результативно, включая госязык. Поэтому здесь вот эти аспекты, они очень важны, без преувеличений. И надо делать акцент, на мой взгляд, поддержку именно медиаиндустрии Кыргызстана. Это очень важный аспект. Но тут нужно брать во внимание и финансовую сторону, потому что, я не знаю, рекламный пакет того же Первого канала российского в неделю составляет 5 миллионов долларов, а у нас 5 миллионов долларов на все рекламные каналы, бюджет рынка за 2019 год, повторюсь, за 2019 год. А по прогнозам за этот год вообще ожидается всего лишь 3 миллиона. 3 миллиона нужно будет делить всем нам. То есть и вам, и нашему каналу, а теперь еще и российскому каналу. Ну вот вы представляете, если, к примеру, откроют условно там и рассматривается возможность открытия рекламных возможностей на ОРТ и РТР, вы представляете, то есть у нас есть уважаемые телеканалы страны, которые реально создают контент, много работают, трудятся, оплачивают налоги и так далее. И как вы сказали ранее, то есть вот эта часть большая пирога может, к примеру, переходить на те российские телеканалы. Надо развивать отечественное производство, надо развивать профессионально-государственный язык и все вот эти направления, которые мы проговорили. Спасибо. Поэтому это Спасибо. фундаментальные вещи. Евгений, спасибо большое за участие. Я к Бектуру снова вернусь тогда. Бектур, вы с нами, да? Ага. Бектур, Я вас услышал. Давайте вот просто проясним несколько моментов. Первое. Если мы возьмем рейтинги телеканалов недавних, не от госорганов, а от частных лиц, да, там в среднем всех на 2,5 раза опережает ОРТ по смотрибельности от РК. понятно. На сегодняшний день ОТРК является, мы говорим, что телеканалы живут за счет рекламы, все верно. Половину рекламы, большую часть, забирает сегодня семейство КТРК. С этим никто не поспорит, да? На сегодняшней рекламы. Но я вам как бывший сотрудник КТРК могу сказать, КТРК еще и финансируется за счет бюджета, в отличие от нас. Финансирует бюджета и плюс еще забирает рекламный рынок, да? Больше Конечно. половины. Да, это второй факт. Теперь смотрите, третье. До сегодняшнего дня и после не планируется открывать рекламу на ОРТ. Если мы рекламу откроем на ОРТ, это означает о том, что весь все, что рекламный поток, он идет к ним. То есть то, что вы говорите, остались 3 миллиона, которые разделить между всеми телеканалами, этот весь рекламный рынок заберет ОРТ, если мы откроем, допустим, рекламу на ОРТ. На ОРТ. Вы с этим согласны? Так у вас же реклама на РТР открыта Да, сейчас. он был открыт до этого и не наносил особого такого ущерба, то есть телеканалам. То есть телеканалы же с РТР как-то могут соревноваться, но с ОРТ никак. На сегодняшний день, если мы откроем рекламу на ОРТ, естественно, все деньги уплывут в ОРТ. Да, да. Вы просто похороните отечественный медиарынок тогда. Абсолютно верно. Смотрите теперь какое. Для чего вообще закладывалась эта норма, чтобы до 2019 года именно разрешить размещение рекламы на РТР? Для чего? Для того, чтобы наши отечественные телеканалы как-то смогли стать на ноги, делать качественный контент и как-то конкурировать, и мы могли бы оттолкнуться от ОРТ, сказать сами, не будем финансироваться, сами как-то выходите. Для ОРТ на сегодняшний день не проблема здесь открыть какую-то свою студию или что-то, и согласно законам Кыргызской Республики делать контент, соблюдать госязык и забирать рекламу. То есть это для них другая сторона риска, да? То есть если мы сейчас, получается, дадим им волю, то есть в этом направлении. Другой вопрос, нужно ли им это?
Ну, все равно влияние, оно будет, оно было. Как вы видите, ТРТ у вас тоже здесь присутствует. И недавно хотели сюда Russian Today тоже в открытом доступе вещать. То есть эти желания, они всегда были и есть. То есть их исключать нельзя. Это второй вопрос. Я извиняюсь, коллеги, если позволите, хочу внести момент. Мы считаем, что законопроект принимается, такое ощущение есть, что в спешке, и нужно подойти более детально к нему. Без консультаций с экспертами и представителями ТВ-рынка, я считаю, что это очень неправильный подход в нашем понимании. И мы просим Джугурку Кенеш в этом ключе остановиться и отклонить данный законопроект. Почему? Потому что есть основания для этого. Джугурку Кенеш уже готов принять и без всяких консультаций. Это больше, скорее всего, политическое было решение. Я говорю, сейчас нужно хотя бы потребовать, ну вот ладно, бог с ним, вот этот уже год они пускай забирают, и все на этом. Это будет самым правильным решением. Как вы собираетесь развивать телекомпании отечественные, если вы у них забираете деньги? Ну, таким образом, я могу сказать, что наша телеиндустрия, она умрет и перейдет вся в YouTube. И так надо говорить, что весь контент уходит в YouTube и социальные сети. Телевидение уже все меньше и меньше этого рекламного пирога имеет. Абсолютно верно, абсолютно верно. Телевидение на последнем издохе работает сейчас. И чтобы составить конкурентную среду, вместо того, чтобы составить конкурентную среду, мы просто подсовываем еще дополнительную пилюлю. Ага. Но, Дастан Далбаевич, есть же ладно с телевидением, есть же очень важный вопрос. Информационная безопасность страны. Люди смотрят, значит, рядовой гражданин смотрит канал российский и канал кыргызский. Ну, понятно, видишь, что по каналу российскому больше социального пакета, больше каких-то хороших вещей говорятся. И люди просто сравнивают страну нашу с российской. Ну, вот даже с этой точки зрения, это же ненормально. Это ненормально. И вы знаете, я когда езжу в селах, у них герой и лучший президент в мире – это Владимир Владимирович Путин. Может быть, он и есть такой, но вот мне не нравится, что наши президенты не являются таковыми для наших граждан, понимаете? Они же говорят, вот смотри, какой он красавчик, там, вот, то есть они равняются все на него, да? А из-за чего это? Из-за того, что формируется такое общественное мнение через российские телеканалы. Я абсолютно не противник, я сразу напишу, не противник российских каналов. Пускай вещает, ради бога, это хорошо, пускай вещает. Но не за счет наших телеканалов, пускай дадут рынок рекламы, и пускай тогда ОТРК берет на себя как расход. Но опять же, ОТРК финансируется за счет нас с вами, опять же. Вот сейчас говорят же, из бюджета ничего не уходит. 492 миллиона сомов в год ОТРК, по крайней мере, на этот год он забирает. И все это вот Эркин с вашего кармана, вот с кармана Жени, с кармана Бектура, с моего кармана, хоть по чуть-чуть, вот таким образом ОТРК потом финансирует бесплатную как раз доставку вот этих российских телекомпаний. Абсолютно согласен с вами. Хочу отметить, что недавно на рынок зашли полноценные измерители, известная мировая компания Nielsen, и мы тоже очень хотим понять, что потребляет, по сути, телезрители на рынке и какой контент производить. И мы тоже хотели обратить внимание на этот аспект, чтобы государственные каналы, все частные телеканалы присоединялись к этому большому, крупному проекту, участвовали. И мы четко понимали, что хотел бы смотреть, повторюсь, телезритель Кыргызстана, включая во всех городах, регионах Кыргызстана и так далее. Это очень важный аспект. Я считаю, что это фундаментальные вещи, на которые нужно ориентироваться. Есть очень важный момент, который мы не ощутим сегодня, мы не ощутим завтра, мы ощутим через много-много лет, когда подрастут дети, которые смотрят эти каналы. Ну, ладно уж, у кого президентом лучшим они считают, это их право. Но дети, которые не будут говорить на нашем своем кыргызском языке, потому что они воспитаны на телеканалах российского вещания. Мы же плюс ко всему еще и на корню убиваем кыргызский язык. Можно, да? Да, конечно. Я хочу два момента сказать. Почему вообще недавно делалось маркетинговое исследование насчет почему в Кыргызской республике кыргызские граждане предпочитают смотреть не кыргызские каналы, а именно ОРТ. Почему? И там
такой любопытный факт, да, то, что выводы сделали. То, что, оказывается, на сегодняшний день никому не секрет, что большая часть таких трудоспособных граждан находится за рубежом, и основная часть их находится в Москве. В Москве, Российской Федерации, да, и поэтому тем семьям, которые остались у нас в Кыргызской Республике, да, интересно наблюдать и знать, какая погода в Российской Федерации, какая у них политическая обстановка, потому что их кормильцы в первую очередь там, да, но это один из таких моментов, то есть такой любопытный факт, это первое. Во-вторых, смотрите, мы не говорим то, что всю рекламу забирают, чтобы РТР закрывал и забирал у наших отечественных телеканалов. Мы тоже сейчас на сегодняшний день идет работа большая, чтобы мы боремся с тем, чтобы создавать условия для наших телеканалов, чтобы они производили 50% отечественного по госязыку. На сегодняшний день Евгений не даст соврать, что вот очень изменения идут, да, в лучшую сторону. То есть с трудом, но идут они. То есть и вот есть ограничения, то есть эти деньги не будут забираться просто, допустим, 100 миллионов или 200. Есть специальные, допустим, расценки РПО РНТР, скажут, допустим, за год столько-то сумма. И правительство установит СИТу, да, согласно которой лимит, так сказать, не СИТу, а лимит. Дольше этого лимита там реклама не будет забираться. Только чтобы этих денег хватило на их вещание на территории Кыргызской Республики. По поводу двух правовых. То, что есть угрозы, риски того, что влияние, да, но эти влияния, риски, они есть и везде. И это риски не только мы страшимся, это вся страна этих. Сегодня идет очень остро стоит вопрос информационной безопасности. Но для того, чтобы мы это преодолели, нам нужны не только какая-то цензура, запрет, а наоборот, я с полностью Женей согласен, усилить наш контент, усилить наших телеканалы, какие-то дать приоритеты. Над этим тоже работа ведется. То есть по сегодня ни одного телеканала, как вы знаете, не закрывается. У нас более 65 телеканалов открываются. То есть у нас самые либеральные нормы, которые существуют для развития СМИ, да, в общем, и телеканалов. А то, что падает сама смотрибельность телеканалов и рекламный рынок, но это тоже, как и Это радио, интернет, это интернет. в свое время. То есть мы должны это признать, актуальность, оно все равно, то есть независимо от того, что это российские каналы или это казахские каналы, но все равно значимость телеканалов на сегодняшний день падает. Бектур, ну, конечно, при всем уважении и к вам, и к Министерству культуры, но то, что родственники мигрантов хотели бы узнать, какая погода и как вообще дышат те страны, та страна, в которой живут наши самые близкие, но для меня это прям такой, прям не самый лучший аргумент. Я просто факт привожу, то есть это не мои слова, то есть это были исследования, я просто этого говорю вам, цитирую, да? Спасибо, Дастан. Ну вот Женя поднял еще один очень интересный вопрос о том, что во время кризиса телевизионные компании частные не зарабатывают, а им нужно платить не только сотрудникам, там офисы, обновлять технику, но еще и платить за вещание РПО РМТР. И Женя только что... Поднимал. Да. Поднимал, говорю, что им в месяц приходится 180 тысяч сомов платить за коммерческий мультиплекс. Но сказали вскользь, рассмотрим, посмотрим. Ну, короче, я не знаю, честно говоря. Наверное, придется все-таки платить. Вот, поэтому пока решения никакого не было о том, чтобы сделать скидки. Надо было все-таки предоставить, но в режиме хотя бы чрезвычайной ситуации. Потому что я знаю эту ситуацию, у них действительно большие проблемы сейчас в наших телекомпаниях. Вы же видите, в каких условиях мы работаем. Ну, вот что скрывать? Мы дома снимаем передачи, мы с вами выходим из дома. Если они обанкротятся, то все, тогда будем смотреть только Россию. Вот. Ага. Да, будем смотреть Россию, время от времени получать пощечину от российских ведущих, которые потом через сутки будут извиняться снова на кыргызском языке. В общем, интересно, мы живем. Спасибо большое за участие в нашей программе. Евгений, Бектур, Дастан, всего доброго. Вам огромное спасибо. Ну, будем смотреть, как будут развиваться события дальше. И на наших каналах, и на российских пока что до 2023 года. Всего доброго.